Здравствуйте, вы смотрите обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. В Якутске пенсионерка стала жертвой домашнего насилия. Выяснилось, что мучитель ее собственный сын. Пожилой женщине сейчас помогают сотрудники правопорядка. Подробности об этом в следующем материале. Полицейские расследуют два эпизода уголовного дела, возбужденные в отношении 42-летнего мужчины. Он подозревается в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью своей 73-летней матери. В результате побоев пенсионерка получила закрытую травму грудной клетки, множественные переломы ребер и другие телесные повреждения. Пожилая мать долгое время скрывала правду о происходящем. Со слов потерпевшей, он причинял ей физическую боль под предлогом того, что она не может исполнять домашнюю работу. В один из дней женщина подверглась побоям за то, что сыну не понравилось, как она достала из мусорного ведра ранее выкинутую им рубашку. Наряду с этим свыше года матери запрещала смотреть телевизор. Питалась она тем, что с пенсии покупала и замораживала 10 чебуреков. Из них съедала в сутки по одной штуке. Потерпевшая призналась дознавателю, что боится находиться наедине с сынами, желает устроиться в специализированный пансионат. Трудные жизненные обстоятельства пожилого человека тронули дознавателей. Они взяли на себя процедуру устройства потерпевшей в пансионат. Я же в больнице была. Ко мне пришли два дознавателя, женщина и мужчина. Ночью уже люди спать в палате ложились. И вот после этого потом другой раз приходили, и опять полиция. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, следовательно, дома. Этот факт крайне тревожил дознавателей. С подозреваемым была проведена беседа. Ранее он не судим, имеет высшее финансовое образование. Он пытался примириться с матерью, однако ни у полицейского, расследующего уголовное дело, ни у его матери его обещания не вызвали доверия. При таких обстоятельствах вероятность того, что обозленный мужчина может повторить противоправные действия в отношении матери, не исключена. Поэтому капитан полиции Нурлан Сайдыкулов, в чьем производстве находится расследование уголовного дела, предоставил потерпевшей свою комнату в благоустроенном общежитии возле отдела полиции. Мы, как сотрудники полиции, побоялись, что отпустить ее домой, поэтому мы позвонили в соцзащиту, узнали про пансионаты. К сожалению, сразу поместить Капиталину Григорьевну не получилось в пансионат, потому что там надо проходить медицинское свидетельствование, справки собирать и так далее. Поэтому у нас было принято решение поместить ее временно в комнату, где она будет проживать. Мы за ней постоянно ухаживаем, приходим, кормим каждый день. Большая, значит, поддержка, знаете, просто оживаешь рядом с такими людьми. До определения ее дальнейшего места жительства социальными органами пожилая женщина находится под опекой дознавателей. Сейчас расследование уголовного дела продолжается. 28-летний житель поселка Беркакит. 28-летний житель поселка Беркакит подозревается в краже более 25 тысяч рублей у своей знакомой. Накануне происшествия молодой человек зашел к потерпевшей, чтобы узнать номер телефона ее сожителя. Женщина не помнила номер наизусть, а посмотреть его в телефоне она не могла, так как тот был неисправен. Она попыталась вставить сим-карту в свой старый телефон, но разъемы смартфонов были разными и сим-карта застряла. Тогда подозреваемый предложил помощь и забрал телефон с собой, чтобы дома достать сим-карту. Молодой человек вынул ее и вставил в свой телефон. Оказалось, что к данному номеру была привязана банковская карта. Решив этим воспользоваться, злоумышленник перевел часть денег на свою карту, а другую часть на счет своей родственницы. Сейчас ему грозит срок до 6 лет. 6-летняя девочка стала жертвой мощного землетрясения, произошедшего в воскресенье на юге Филиппин. Повреждены многие здания и дороги. Несколько городов остались без электричества. Подробности в следующем материале рассказывает Артем Сторонов. Мощное землетрясение магнитудой 6,8 произошло в воскресенье на юге Филиппин. По данным геологической службы США, эпицентр располагался примерно в 60 километрах к юго-западу от города Давао на острове Минданао. Очаг залегал на глубине 28 километров. Угрозы цунами нет. В результате землетрясения погиб ребенок. На 6-летнюю девочку в городе Матанао обрушилась стена. Еще 14 человек получили травмы, но их жизнь вне опасности. В городе Падада, расположенном близко к эпицентру, обрушилось трехэтажное здание, где располагался продуктовый магазин. По словам очевидцев, внутри были люди. Операция по их поиску продолжается.
В целом подземные толчки вызвали разрушение зданий и дорог, а также отключение электричества. Масштаб ущерба еще только предстоит оценить. Власти уже заявили, что жителям пострадавшего региона нужны продукты, вода, носилки и одеяло. Это уже 4-е землетрясение на Филиппинах за последние 2 месяца. В общей сложности жертвами стихии стали 20 человек. Страна находится на Тихоокеанском огненном кольце. Так называют область, в которой расположено большинство действующих вулканов и происходит множество землетрясений. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя и до встречи в эфире.